Всем привет, дорогие друзья! Вы спросите, что это здесь лажу? На самом деле очередная поездка, очередные десятки, а то и сотни километров. Одна часть моих товарищей отправилась в один район, другая в другой район. Мы ездим, подаем документы и занимаемся прочими процедурами. Значит, видите, позади меня холмистая местность, достаточно большая. Внизу деревья, вон пихта растет, собачки лазят. Я думал, это волк, оказалось просто черный пес чей-то. Вот, значит, в ту дальнюю сторону у нас идет Тоджинский Кожун, живописнейшее место Тувы. В сегодняшнем сюжете я проеду со своим товарищем, с Дмитрием Аюном. Мы посетим 2-3 деревни. Я хочу, чтобы вы, жители Центральной России, Урала, Дальнего Востока, просто поняли, что деревня, она у нас в стране, в принципе, по своей содержательной части, по своей архитектуре, деревни все одинаковые. Разрушены колхозы, совхозы. Если где-то есть какие-то фермеры, это уже хорошо. Люди живут в обычных таких вот домиках, в деревянных, где-то двухквартирники, где-то одноквартирники, просто домики. Все достаточно скромно, так знаете, очень аскетично, очень так вот. С точки зрения визуального восприятия, как обычно. Иногда вот смотришь на деревни, допустим, других стран и понимаешь, что если бы мы ставили задачу, наша страна ставила бы конкретную задачу по благоустройству. О, смотрите, какая красота. Ромашки. А на ромашке такая замечательная бабочка. Иди сюда. Ну иди сюда. Ой, полетела. То есть, если бы государство ставило задачу как-то благоустроить все, сделать все очень красиво, это бы было. Но народ живет очень бедно. Народ живет от зарплаты к зарплате, к пенсии к пенсии. И если бы не огороды, то не знаю бы, как наши люди жили. Сейчас мы проедем в 3 деревни, и я вам их просто с Димой, мы вам их покажем. И что знаю, я вам расскажу. Это одно из моих любимых мест. Там течет Енисей, большой, кажется, да. На каждой из возвышенностей, когда люди в Туве, в республике Тыва, безусловно, в нашей республике имеются такие субурганы. Это такое молельное, молитвенное место, место силы, место энергетики, которое тувинский народ считает как бы такими вот достаточно близкими к сердцу местами, такими священными, в чем-то такими одухотворенными. Вот видите, да? Соответственно, такие камешки здесь. Вот помните, в своем том сюжете я говорил, что повязывают ленточки с мантрами и так далее и тому подобное. Вот такие столики есть, за которых можно вот так вот, за которые можно вот так вот присесть. Устали мы с дороги, сил нет. Давайте нам сюда молочко, соки, у кого какая выпечка есть. Вот скорая помощь вот на таких бобиках ездит. Значит, а если вас приспичило там сходить в туалет, вот видите, кто-то камешки оставил. Вон туалет, мужской, женский, все как оно должно быть. А теперь пройдемте сам субурган, вам я покажу. Сейчас уже не боюсь по траве ходить, потому что клещей вроде как бы активность их спала. Вот, подходят. Еще раз говорю, на каждой возвышенности, Дим, сними. Ничего, здесь какие здоровые муравьи. Сними, какие они черные. Это черные муравьи, вот. Кусаются очень больно. В этом плане, да, вот кто-то тут оставил такую свечку электрическую. Вот. Вон там сидит маленький Будда, я много раз говорил. И надо обходить, Дима, вот против часовой или по часовой? Вот так обходим по часовой стрелке. Сколько раз? 3 раза. Так, друзья. Дима потом это увеличит. Раз. Так, 2. И 3. Я, кстати, загадал в душе кое-что. Вот так. Ходим. Нет, не Lexus. Счастье нашему народу, благосостояние. Счастье каждой нашей семье. Ладно, поехали дальше. Вот, смотри. Жалко, ленточку я никакую не взял с собой. Бедные столбы уже, эти веревки, они под весом, так сказать, вот этих вот ленточек. Желтые, синие, голубые, на любой цвет. Вот. И природа, ребят. А воздух-то какой чистый. Травами пахнет, цветами, вот таежно-полевыми. Чистейший воздух в республике Тыва. Ладно, Диман, поехали дальше. Иногда приходится ездить в такие населенные пункты, где очень тяжелая дорога, ну практически бездорожье.
благодаря тому, что наш автомобиль выдовый, отключаемый задний привод, у нас есть возможность ездить вот по таким местам. Чтобы добраться до какой-то деревни, мы вот так вот ездим, товарищи, смотрите. Вот так, через холмы. Дим, пожалуйста, сними вот эту замечательную гору, очень красивую, вон она вверху. То есть тут туризм развит конкретно, можно развивать, то есть туризм конкретно. Вот мы, в принципе, и приехали. Ну мы, короче, давай, поехали. Вот так вот, друзья, мы ездим. Надеюсь, никакой медведь или еще кто-то сейчас нам навстречу не побежит. Потому что, как бы, не хотелось бы с ним встречаться. Какой медведь? Бело-синий? Нет, бурый. О, куропатка, куропатка, Диман! Вон, смотри, бежит. Вон. Ой, она не может лететь. Это птенец, вон, видишь? Вон, Димка, куропатка. Смотрите, товарищи. Ой, все, убежала. Этот населенный пункт называется Суш, просто Суш. И это не местность, где все сухо. Просто историческое название этого населенного пункта, этой деревни, можно так сказать, Сошаксы, который основан в 1895 году, то есть больше 100 лет. Вот так выглядит среднестатистическая районная дорога, российская. В принципе, есть места, где где дела обстоят гораздо хуже. Вот, асфальт, наверное, еще советских времен. Где-то подлатали, где-то гравийки поднакидали. Но в целом ехать можно. То есть на любой машине, не только на внедорожнике. Ну, такое уже, конечно, подушатанное асфальтовое полотно. Вот. Сейчас въезжаем в саму деревню. Вот так живет вся наша страна. Слева это школа, площадочка. Оп-оп. Вот, пасутся телята. Вот, частное хозяйство. Вот так все, асфальт заканчивается и начинается гравийная дорога. И так в большинстве деревень Республики Тыва. Ну и в принципе, как в целом по стране. Магазинчики, прекрасные виды. Вот такая вот дорога простая. По архитектуре видите срубы, обычные деревянные домики. Переулок Почтовый, мы сейчас едем именно по нему. Ничем это в целом от России не отличается. Везде картина, она абсолютно одинаковая. Посмотрим вправо, вот видите, какие скромные домики, телята. Все вот как-то, знаете, как будто бы конец 19 века, середина 20 века. То есть года идут, десятилетия идут. Вот такой домик справа, Дим, сними. Вот смотри, голубенький слева. Старые домики обшиты панельками. Вот, поэтому вот как-то так. Вот администрация сельского поселения, дом культуры, тишина, спокойствие, вот почта, все тихо, все очень. Вот там, так сказать, детская площадка, видите, новая вот в этом селе, в Суше, да. Вот так вот и едем, вот так люди и живут, народу на улице нет. Хотя на улице температура воздуха, ну когда я тебя сейчас по бортовому компьютеру посмотрю, значит, температура у нас 21 градус, слегка ветрено, слегка иногда бывает дождик прокапывает. Вот так, друзья, вот так выглядит обычная наша тувинская деревня. Где-то есть получше, где-то есть похуже. Вот это вот средний вариант. И вот таких вот домиков, Дим, сними слева. Вот таких домиков очень много, стареньких, в которых живут люди. Вот. Может быть, они привыкли, может быть, жизнь такая сложная штука, что люди думают, как бы прожить до завтра. Увы, как-то так. Вот смотрите, по сельской дороге едем. Оп. Тува славится своей природой. Вот такие проулочки. Вот женщина с ребенком прошла.
Кругом красота, то есть природа, это, конечно, прям огонь. Природа очень красива, она уникальна. А вы спросите, в чем же ее уникальность? Уникальность в ее, если можно так выразиться, в чистоте, в девственной вот такой своей сути. Очень все там есть, и животный мир весь представлен таежный, и растительный мир, все очень круто. А сама жизнь, быт, вообще все, что окружает вот эта картинка жития-бытия, она весьма, можно так сказать, печально, что ли, потому что все очень скромно. У нас в стране все очень-очень скромно. Вот. Лишь бы зимой было тепло, летом главное, чтобы было что покушать. Люди садят огороды. Вот такая вот площадочка. Это детский садик, да, детский сад, да, Челеш называется. Вот так, в принципе, друзья, выглядит деревня Суш. Вот так люди и живут. Если здесь выпадет дождь или осадки, вот эту дорогу все размоет, она превратится в кашу. И вот Дима снимает, как я езжу. Вот и убедитесь. Я еще раз повторюсь, и так по всей нашей стране. И я считаю, что надо было развивать свои муниципальные образования, свои села, делать жизнь комфортной, как-то инвестировать сюда, чтобы люди занимались сельским хозяйством и так далее. Не на отдельных каких-то личностях держалось, а чтобы у людей была какая-то перспектива. Ну так вот едешь и думаешь, ну какая перспектива? Какая? А стоит отдать должное вообще тувинскому народу в том вопросе, что вот сними, смотри, какой маленький симпатяга. Стоит отдать должное тувинскому народу в том, что они очень ценят институт семьи в массе своей, да, и большие семьи, из-за этого даже в деревне всегда плюсовая рождаемость и население все время увеличивается. Там вот я не замечаю такого большого оттока, как, допустим, в деревнях Сибири или центральной России, когда деревни просто остаются пустыми. Да, в Туве тоже молодежь может уехать в тот же Кызыл, какой-то поближе к цивилизации, так сказать. Но благодаря рождаемости все-таки села живут, часть детей остается, там сестры, братья, родители. И каким-то образом люди пытаются выжить. Кто-то чебанством занимается, кто-то еще чем-то. А так только бюджетные организации, федеральные структуры какие-то, типа Почта России и так далее. И все. Ну что же, друзья, вот только что мы побывали в селе Суш. К нам сел пассажиром Мерген. Рады знакомству. Вот мы сейчас уточнили, вот, да, действительно, раньше был большой там совхоз или колхоз. Вот у людей очень активно развивалось сельское хозяйство. Сейчас там есть чебаны свои, школа, сад, еще раз повторюсь. А так в целом как бы особо заняться нечем, да, вот в деревне, по сути. Да, Мерген? Да, говорит Мерген. Мы просто наш сюжет снимаем для нашего канала. Сами пока в Туран едем, снимаем, как живет обычная наша деревня. Понял? Поэтому в этом плане вот такие дела, друзья. А, еще, Мерген, скажи, рождаемость как? Народ не уезжает с деревни? То есть рождаемость нормально, да? То есть, видите, вот это подтверждение моих слов о том, что очень институт семьи ценится, дети рождаются, и как бы таким образом баланс соблюден, он даже идет в плюс. Вот, так что вот такие дела. Все, приехали. Вот, в принципе. Вот я камеру держу так, чтобы горизонт понять, какой там наклон. Ё-моё, ничего себе здесь. Значит так, ай-яй-яй, аккуратно, тут надо ехать. Тут надо только или чуть больше газу было дать, товарищи, но не смог. Потому что я бы там всю бочину бы себе, все днище бы себе раздербанил. Поэтому вот так, друзья, чтобы вы понимали, Тува, она по дорогам бывает именно вот такой. Поэтому, чтобы в какой-то населенный пункт попасть, приходится вот такие вот делать пируэты на машине. Представляете? Поэтому доступность некоторых отдаленных сел, да даже не отдаленных, иногда приходится преодолевать именно вот таким образом.
Вот так. Вот так. Едем. Друзья мои, куда еду? Посмотрим, сможем, нет, проехать. Проехал. Представляете, огонь. Водовая тачка это. Какая сейчас будет красота. Ну что же, вот второй населенный пункт, деревня с названием село Уюк. Ну, село это по-русски, Сумон это по-тувински, написано «Добро пожаловать». По такому же сценарию сейчас прокатимся, проедем, посмотрим, может даже у кого получится какой-нибудь синхрончик, интервьюшку взять, как вообще люди живут в обычном нашем тувинском селе. Ну что же, давайте прокатимся. Ну что же, на въезде вы видите буддийскую ступу с правой стороны. Вот такая дорога в деревне, смотрите. Еще раз повторюсь, дороги это не то, чем наша страна может гордиться. Это, конечно же, факт очевидный. Вот так въезжаем в деревню. Вот, смотри, Диман, коровы пасутся в палисаднике, видишь? Да. Тишина полная, людей нет на улицах, вообще никого. Вот раньше тоже был большой совхоз здесь. Было огромное количество техники. Большое, как-то мы уже сюда на выборы приезжали, с людьми общались. Работа была, трактора были. Вот, автобусы, сеялки, комбайны, все здесь было. Вот, смотрите, едем. Красота. Вот здесь домиков уже нет. Домики уже... С левой стороны, Дим, сними, уже домики раньше чьи-то были, сейчас уже их нет. Короче, картина, она везде одинаковая. Вот эти маленькие домики, это, видимо, наверное, по каким-то программам людям давали. Ну вот, соответственно, школа с правой стороны. Такой маленький стадиончик. Вот памятник ветеранам Великой Отечественной. А где-то звезда, что-то ее там нет. Пятиконечной звезды нет. Вот так живет село Уюк. ФАП, да? Где, да. Да, это 100%. Так и есть. Давайте дальше еще проедем. Там есть остатки бывшего совхоза. Так, едем. Вон девушка идет, молодая. Вся в черном, в такую жару. Сейчас, кстати, 23 градуса, но, как бы, мне кажется, жарче гораздо на улице. Так, сейчас мы приедем подальше. Дима, здесь есть интересно какая-нибудь речка же, да? Должна быть, где купаются люди? Не знаю. Ну, как бы... А это магазин. Сюда люди ходят закупаться. Очень интересная есть вывеска. Сейчас Дима вам ее покажет. Где написано «Славься в веках, Ленин». О, сейчас у женщины спрошу, подождите, представлюсь, будь внимателен. Уважаемая, здравствуйте. Канал Республика, меня зовут Роман. Скажите, пожалуйста, как вам живется в Уюке? Так-то стабильно. Вы пенсионерка? Нет. А где работаете? Работы нет. Но при этом стабильно работы нету. Но нянчусь, внуков. Вы бабушка, да, у нас? Скажите, пожалуйста, а вот в советское время здесь вообще что было? Село было развито? Что здесь было? Можете нам? Здесь трасса была, все было, ферма, все работало. Здесь все гаражи большие, маленькие, всякие разные. Все было. Жизнь кипела, да? Кипело. Утром 8 часов рабочие туда, до Ярки обратно домой. Ой, ну Так все, вот. спасибо вам большое, всего доброго, чая. Пацаны, здорово! Меня зовут Роман, канал Республика. Че, парни, что здесь делаем? Что делаем вообще в деревне? Есть чем заняться? Лагерь ходим. А? Лагерь ходим. А вы как сюда? Вы здесь живете или вы к родственникам приехали? Живем. Я к бабушке приехал. Ты к бабушке, а сам откуда ты? С Красноярска. Ты с Красноярска? Недавно приехал. А где живешь в Красноярске? На взлетке, в роще, где? Не помнишь. Пацаны, чем здесь занимаетесь? Вот скажите, есть чем заняться в деревне? Что делаете вообще? Ну расскажите. Мячики играем или волейбол. Это вон там на площадке. Да.
Там, да. А где здесь купаются вообще? Там речка. А, речка есть? Да. Вообще здорово. Ну как вам нравится в Уюке жить? Да. Девчонки есть здесь? Да. Ну ладно, пацаны, давайте, спасибо. Ага. Ну что ж, друзья, вот с ребятишками пообщались. Молодцы, пацаны, жизнерадостные. А что за руины, так говоришь? Ну вот, как нам уважаемая жительница Уюка сказала, забыл ее имя узнать. Вот посмотрите, вот даже видно, да, какое раньше было большое народное достояние совхоз. С техникой, с коровниками, со всем. Сейчас иногда вот так вот ездишь по всей стране, смотришь. Вы поймите, мы это делаем не для того, чтобы что-то там хаять или там показывать что-то вот только в негативе. Нет, мы просто пытаемся объективно показать вам, что Тува наша, она ничем не отличается от всей России. От многих ее районов, населенных пунктов. Вот справа, Димка, сними, вот как будто бы вот реально картина апокалипсиса. Только руины прошедшей цивилизации, когда у людей была стабильность, которую мы променяли на не пойми какую колбасу на прилавках, да, когда заполнено ГМО молоком там и так далее. Вон детишки стоят, смотри. Вот это все работало, ребята. Конечно же, есть надежда на каких-то частных фермеров, там, на чебанов и так далее. Но мы, если это все-таки, знаете, это индивидуальное хозяйство, а я говорю про коллективные, которые дают работу, которые дают возможность, уверенности в завтрашнем дне и так далее, и тому. Вот смотри, там надпись. Вот эта надпись, где телята стоят внизу, это вот она говорит обо всем. Где мы, там всем все понятно. Вы, наверное, Дима, заснял? Это конкретно, тут как бы без комментариев. Конечно, я сам был бы ребенком, я сам ездил к бабушке в деревню, для нас детство все-таки эта вещь такая очень интересная. Мы тоже по разрушенным коровникам ходили, конюшням, лазили в лесу, играли в прятки. Также гоняли, пинали мяч, в бане мылись, дрова кололи, рыбачили. Дрались. Ну, было и такое, и по деревням другим на мотоциклах ездили. Все это было. Но тогда, я-то 90-х, видишь, 90-е я застал. Там все равно более или менее еще что-то было. Вы не поверите, я даже застал время, когда работали, значит, телятники, автоматизированная система была там и доильная, и убирали, как говорится, коровье говно, так сказать, чисто автоматизированное. Это в то-то время. А вот сейчас вы увидите самую главную надпись, в принципе, которая гласит, а где она, Дим? Вот, я снимаю уже, давай. Да, вот она. Славься в веках, Ленин. Это то, что еще не разрушили. Удивительно просто. Она осталась. Вот такие вещи есть у нас в Туве. Мужик идет. Да, вот сейчас мы попытаемся у одного жителя еще спросить, как в целом дела. Я знаю, что вот в Уюке есть люди, кто занимается собственным хозяйством. Есть коровы, лошади, сами молоко, сметану делают, продают ее, возят. Сам неоднократно брал. Сейчас постараюсь что-нибудь спросить у мужчины. Эки, здравствуйте! Как вас зовут? Петр. Петр, меня Роман. Я журналист канала Республика. Хочу спросить, как у вас дела? Как живете в Уюке? Как, помаленьку. Помаленьку? Пенсию получаете? Да. Сколько пенсия сейчас составляет? 12. 12 тысяч. Раньше кем работали? Скотником. Скажите, вот если сравнить с советским временем, Уюк, когда жителям лучше жилось? При СССР или сейчас? При коммунизме А что было при коммунизме здесь? Можете нам рассказать для наших зрителей? совхоз был, хороший, большой совхоз. А трактора, комбайны были? Там были все. Мясо, молоко, все было. У людей работа была? Была. Как думаете, в будущем вернется все или нет? Я откуда знаю. Ну, хотели бы, да? Да. Все, спасибо, Петр, спасибо. Здравствуйте! Ну что, Димка, я думаю, что, в принципе, все предельно понятно. А вот так всю жизнь, вот я вот эти либералы и демократы все время хаят СССР, хаят тот строй. Я его не идеализирую, сразу говорю, но я за справедливость. Если брать большую часть наших людей, обычных тружеников, сельских, родителей чьих-то, бабушек, ведь что для них главное? Это счастливые дети, уверенность в завтрашнем дне и работа, особенно на селе. Ну, представляете, у нас в России какая внутренняя миграция, когда села просто становятся пустыми, дети уезжают в крупные города, и так печально наблюдать картину полного опустошения, когда, знаете, дома пустые, разрушенные. А в Туве у нас в Кызыле, видите, у нас в республике люди работали, труженики, им просто нужна работа. А потом мы говорим алкоголизация, дебилизация и прочие негативные эффекты.
и моменты, но только из-за того, что бедный наш народ, он хочет работать. Но на то нам и нужно государство, чтобы оно ему помогало. Кто-то мне скажет, вот, лодыри, тунеядцы, там, приспособленцы какие-нибудь там, или, не знаю, иждивенцы. На самом деле все не так. Вы негодяи, кто так утверждает. Мы говорим об элементарных вещах. Не все же могут заниматься частной инициативой. Не у всех есть от природы какие-то организаторские или там способности, предпринимательская жилка. Она не у всех. Большая часть населения, 70-80%, это люди труда, кто готов трудиться во благо своей семьи, во благо родины, района своего, деревни. Ну скажите, что я говорю не так? Это же все настолько предельно очевидно понятные вещи. Нельзя все списывать на рынок, только рынок, рынок, рынок. А вот этим нашим землякам что делать? Трудягам обычным, дедушкам, бабушкам, мужикам, женщинам. Что они, все коммерцы? Что у них всех предпринимательская жилка? Ну, конечно же, нет. Поэтому в этом плане, друзья мои, надеюсь, что вот эта ситуация экономическая, которая в нашей стране есть, ну, хватит, что вы лаете. Надеюсь, что надо использовать эти возможности, открывшиеся рынки и так далее. Долго могу говорить. Ладно, выезжаем из Уюка, друзья. Спасибо, что были с нами. С вами Роман Тамоев, Дмитрий Аюн. Мы поехали дальше делать дела в Кызыл. Так что давайте вот ступа. Здоровья всем жителям Уюка, Суши, всем жителям Пихема и нашей необъятной Тувы. Всегда сохраняйте выдержку, разум и просто будьте самими собой. Всех благ. Здравствуйте. Ну как вам живется в деревне? Где ваши друзья? Поговорите со мной. Да, даже коровы не разговаривают. Ну ладно. О, вон ее друзья. Сними, вон они. Вон, уважаемые друзья, коровки пасутся. Ого, что она делает? Ну понятно. Ты снял это? Эх, не поймали мы куропатку. Видимо, она еще... Это или рябчик, или куропатка. Я, короче, что-то не разобрал. Такая буро-серого цвета. Крылышки свои, короче, раскрыла, убегает. Что-то так ее жалко стало. Дин, сними, пожалуйста, вон там красоту. Посмотрите, какая красота. От запаха вот этих трав полевых, таежных, я просто схожу с ума. Чистейший воздух. Да, просто огонь, как говорится. Вот. Поэтому, друзья, мы едем.